Этот юбилейный год, год 30-летия независимости нашего государства, исполняется 85 лет поэту, народному писателю Казахстана, лингвисту-исследователю, тюркологу, популярному политику, видному государственному и общественному деятелю Алжасу Сулейменову. Занимаясь обширной государственной и общественной деятельностью, Алжас Сулейменов никогда не забывал, что он прежде всего поэт и писатель. Творческая работа – постоянная его спутница в жизни. Алжас – известный во всем мире автор многих книг, вышедших на разных языках. Будучи казахом, он пишет на русском языке, оставаясь, несомненно, поэтом казахским. Он искренне и нежно любит свой народ, свою страну. Но он еще предан всему человечеству, он большой патриот земли. Поэзия Алжаса учит нас истине, пониманию исторического становления народа. В них яркая экспрессия, зримая образность, тонкий юмор, острая сатира, неожиданные повороты и много других граней. Олжас Сүлейменов, қасқырдың күшіктері. Жолаушы ма? Бәрі ме әлде малшының? Жай кезбе ме? Біле алмадым дәл шынын. Келе жатып көріп қалды қасқырды. Дұрыс айтсақ, арланы емес, қаншығын. Жұрты өскен тағы түздің тарығаны. Жатыр екен жосадай боп тамағы. Күрем қызыл, қызыл күрем қақ тұрған. Қалың көде. Бош жусанға қан ағып. Кім кінәлі? Айуандар ма? Аңшы ма? Кім жығыпты соны сойыл қамшыға? Аш күшіктер таласып кеп емеді. Ал емшекті бүккен қызыл тамшыға. Жақын түгіл аяр еді жап тегі. Оянбайтын бір ұйқыға батты өлік. Олжас Сулейменов, Айналайын. Айналайын, чудесное слово. Жаль, что русский его не поймет. Объяснить я готов ему снова. Только бедно звучит перевод. Айналайын, твоими губами. Пусть нелепо оно звучит, но другими, иными словами ты не сможешь его заменить. Ты Сережу Есенина помнишь? Шигане, ты моя Шигане. Айналайын, захочешь, запомнишь. Повтори, Айналайын, при мне. Пусть оно будет нашим паролем, именами твоим и моим. Мы казахи с любовью и болью о любимых своих говорим. Айналайын, тебя называю, если хочешь понравиться мне. Называй ты меня, Айналайын, как Есенин свою Шигане. Олжас Сулейменов. Любая влага, влитая в кувшин, спешит принять его любую форму, а слово, проникая вглубь души, ей сообщает собственную форму. Тьму искажает образами ночь, в конях отстали борзые коммуни. Всегда повсюду горлом превозмочь границы ужасающей гармонии. Так мир входя, мы изменяем мир. Он оболочка, мы его основа. Мой мир, рябясь, морщинясь, как эфир, приобретает очертания слова. Разгадай, почему люди тянутся к звездам? Почему в наших песнях герой – это сокол? Почему все прекрасное, что он создал, человек, помолчав, называет высоким? Реки вспаивают поля, города над рекой в заре, и как сердце летит земля, перевитая жилами рек. Нелегко проложить пути до вчерашних туманных звезд, но трудней на земле найти путь, что в сердце своем пронес, что рекою прошел по земле, что навеки связал города, что лучом бушевал во мгле, освещая твои года. Нелегко, но ты должен пройти путь, что в сердцем до звезд донес, путь земной, продолжение пути до сегодняшних ярких звезд.
Особой заслугой Алжаса Сулейменова как общественного деятеля политика является создание движения Невада Семей, которое за короткое время добилось установления моратория на взрывы на Семипалатинском полигоне. 28 августа 1991 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии полигона. Личность Алжаса Сулейменова, поэта и мыслителя, является частицей истории народа, его национальной гордостью, живая легенда, чьи дела служат ориентиром для поколений. Он воссоздает образ казахского народа, воспевает степные просторы Казахстана со своим знаменитым кредо «Возвысить степь, не унижая горы».